Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы, 6 ноября. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы дня. Число новых случаев COVID-19 в Якутии перевалило за 200 в сутки. Осенние каникулы продлят в ряде республиканских школ. 8 ноября свой профессиональный праздник отметят врачи-рентгенологи. Расскажем о работе специалистов в этой области медицины. Несмотря на снег и стужу, в столице и пригороде завершен ремонт дорог. Сколько объектов приняли? Жители многоквартирных домов в Ленске замерзают. Как решают проблему с еле теплыми батареями в городе? Они были проводниками основателей Нерюнгринской местности. Памятник каюрам-оленеводам открыли в Южной Якутии. И опытные спортсмены оказались на голову сильнее соперников. Якутские борцы показали класс на Кубке Беларуси. Более 200 больных коронавирусом зафиксированы в Якутии за минувшие сутки, в том числе 45 носителей. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. Из 203 в Якутске 117 случаев, в Кобяйском районе 11, в Алданском и Мирнинском по 6, в Горном, Мегино-Кангаласском и Алекминском по 5, в остальных районах от 1 до 4 заболевших. 3 человека скончались от COVID-19 за последние сутки. Лабораториями региона проведено более 5000 исследований на коронавирус. Эпидситуация в Якутии остается без изменений. Глава региона провел сегодня очередное совещание оперштаба. Особое внимание Сэн Николаев обратил на обеспечение лекарствами аптек районов республики. Он отметил, что получает обращения жителей улусов посредством соцсетей об отсутствии тех или иных препаратов в аптеках поселений. Для обеспечения аптек запасом лекарств для амбулаторного лечения глава Якутии дал поручение оперштабу четко отработать этот вопрос с Росздравнадзором и поставщиками. Также Айса Николаев напомнил, что рекомендации по возобновлению учебного процесса в школах даны. И теперь каждый городской округ и район должны принять самостоятельное решение, и поручил Министерству образования координировать данный вопрос. Осенние каникулы продлят в ряде республиканских школ до 15 ноября. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Балабкина в ходе совещания Республиканского оперативного штаба. С понедельника на учебу выходят учащиеся 70% школ республики, а у 30% школ осенние каникулы продлятся до 15 ноября. Ольга Балабкина призвала районные оперштабы предпринимать в школах особые меры эпидбезопасности. В ближайшие 3 дня все муниципальные образования, в которых закончились каникулы, должны провести полную дезинфекцию учебных заведений, еще раз проверить новое общественное пространство школ с точки зрения разлиновки, выявить всех возможных больных, возможных контактных лиц и от детей, заканчивая взрослыми, для того, чтобы не допустить в школе соответствующую инфекцию. Их задача – создать безопасные условия для образования там, где каникулы начинаются, там, где каникулы закончились. Там, где каникулы только начинаются, сейчас задача муниципальных образований – создать безопасные каникулы и, соответственно, отработать с детьми в порядке контроля, где они находятся, для того, чтобы не допустить этих новых вспышек. Между тем, в Хангаласском районе школьные каникулы не будут продлевать. С 9 по 22 ноября часть школ перейдет полностью на дистанционное обучение. Связано это с неблагоприятной эпидобстановкой. Так, из 27 школ района полностью на дистанционный формат обучения перейдут 13 школ. Покровская средняя школа номер 3 и номер 4, а также Актемская средняя школа перейдут на научно-дистанционный формат обучения. В Актемском научно-образовательном центре еще не приняли окончательное решение о формате обучения подопечных. Остальные 10 школ, где ситуация спокойная, продолжат обучение в очном формате. Меры, которые приняты, носят временный характер. В течение 2 недель с 9 ноября мы будем проводить мониторинг, наблюдать, увеличивается или уменьшается у нас рост заболеваемости ОРВИ, рост заболеваемости ковид.
20 числа мы уже примем, вернее не мы, а школы примут уже дальнейшее решение, как они будут обучаться в дистанционном формате, либо продолжат обучение в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Что касается дошкольных образовательных учреждений, все они работают в обычном формате. В стационары стало поступать больше пожилых больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Екатерина Трифонова. По ее словам, это связано с изменением в критериях госпитализации. Среди поступающих много больных с большим процентом поражения легких. Есть люди с дыхательной недостаточностью. Весной таких пациентов было гораздо меньше. Также, по словам Трифоновой, очень много пожилых, у которых ковид протекает тяжелее на фоне сопутствующих патологий. Весной такие люди придерживались жесткой самоизоляции, а сейчас, видимо, расслабились, стали больше контактировать с друзьями и родственниками и чаще болеют, рассказала начальник центра. 8 ноября свой профессиональный праздник отметят врачи-рентгенологи. Сейчас эта специальность одна из самых востребованных. Именно рентгенологи проводят компьютерную томографию и оценивают состояние легких у пациентов с коронавирусной инфекцией. Подробнее о работе рентгенологов в материале Александра Хавренко. Началом пандемии работы у врачей-рентгенологов прибавилось в разы. Сейчас отделения лучевой диагностики работают в 2 смены, а исследования проводятся круглосуточно. До начала пандемии, это получается до февраля, у нас проводилась плановая работа и непосредственно приемное отделение, где мы принимали тяжелых пациентов и по самообращению. После начала пандемии в марте-апреле исследования в среднем выполнялись от 20 до 30. Летом уже исследование доходило до 70-80, и сейчас же отмечается нарастание количества. Колоссально идет поток уже заболевших пациентов. Сейчас доходит практически до 100 исследований. Главная задача врача-рентгенолога – провести обследование и определить степень поражения легких пациента. Посмотреть динамику ранее обратившихся. При современных технологиях делается это в течение 15-20 минут. На левом экране видим нормальную неизмененную легочную ткань. Паренхима легких без особенностей. Легких очаговых инфильтративных изменений не выявлено. На правом экране видим субтотальное поражение обоих легких, обширные зоны матового стекла с утолщением внутридольковой интерстиции. Также видим более плотные участки, возможность присоединения бактериальной пневмонии. В отделении лучевой диагностики Якутской республиканской клинической больницы работает 34 специалиста. И большинство из них работает в так называемой красной зоне – зоне непосредственного контакта с больными коронавирусной инфекцией. Многие врачи и лаборанты уже сами переболели, но после выздоровления они снова возвращаются на свои рабочие места, понимая важность своей работы в борьбе с коронавирусом. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. К другим темам. В столице и пригороде завершен ремонт более 23 километров дорожного полотна в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, при реализации программы удалось провести основной объем работ по всем 28 запланированным объектам. На сегодняшний день приемочная комиссия, которая ежедневно осматривает завершенные работы, одобрила работу 3, еще 16 в стадии приемки. Первый замглавы Якутска Евгений Григорьев отметил, что в этом сезоне были учтены все ошибки прошлого года, в том числе и своевременное заключение контрактов с подрядными организациями. Я хочу с уверенностью сказать, что мы закончили в этом году раньше, чем в прошлом году. И те уроки, которые мы получили, они дали возможность сделать правильные выводы, привлечь работников местных, и переквалификацию пройти, что позволило реализовать национальный проект в установленные сроки. Этап 2021 года известен. Мы планируем провести текущий ремонт, реконструкцию и строительство на 18 объектах. На будущий год по центральным улицам большая работа по проспекту Ленина. Изыскания проведены. В ближайшее время, в ноябре, планируем уже начать работу со стороны Залога. Мы на участок Каландрашвили-Петровского начнутся работы по ремонту колодцев, которые ведут в коллектор.
Сегодня в торжественной обстановке коллектив «Лорп» объявил о завершении навигации. В этом году навигация началась раньше обычных сроков, 28 апреля. Это позволило доставить все грузы почти в полном объеме до мест назначения. Всего по плану необходимо было перевезти более 1 миллиона 300 тысяч тонн. Из них 690 тысяч тонн сухогрузов и 360 тысяч тонн нефтеналива. По состоянию на 6 ноября объем перевозок грузов составил 1 миллион 317 тысяч тонн. Навигацию 2020 года Ленское объемно-речное пароходство перевезло 1 миллион 317 тысяч тонн. Но на этом навигация еще не заканчивается. В настоящее время идет перевозка грузов в сопровождении ледокола. Сложности навигации 2020 года Ленского пароходства было задымление на реке Алдан, на Средней Лены. Вызвано, конечно, было лесными пожарами, но Ленское пароходство справилось с поставленными задачами, перевезла груз в труднодоступные участки. Отличившимся работникам коллектива вручены ведомственные награды. Впервые суда «Лорпа» осуществляли перевозки из Архангельска до поселка Харасавей на полуострове Ямал, где находится уникальное месторождение газа. По данному маршруту перевезено 13 тысяч тонн различных грузов, а с морского порта Пивек в порт Зеленый мыс доставили почти 21 тысячу тонн. В Ленске стартовал месячник по безопасности на водных объектах. Выход на лед водоемов становится причиной различных происшествий. В связи с этим с 1 ноября в Ленске проводится месячник безопасности на воде. Сотрудники ГИМС ежедневно проводят мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности горожан во время отдыха вблизи реки и озер. А со следующей недели запланированы рейды. Городская администрация также задействована в месячнике. Ее специалисты проводят профилактические мероприятия среди населения. Ежегодно администрация города Ленска проводит профилактические мероприятия, связанные с безопасностью людей на водных объектах. В осенне-зимний период, когда только начинается формироваться ледостав, мы устанавливаем на всех водных объектах, это по фарватере реки Лена, озерах, это Щучья, Долгая, информационные щиты о запрете выхода и выезда транспорта на лед. Во всех местах у нас установлены информационные шлаги. Помимо этого мы предоставляем информацию средствам массовой информации. Это такие, как газета «Ленский вестник», официальный сайт города Ленска. Для того, чтобы люди были информированы и следили за ходом событий. Тем временем первый участок автозибника «Сибиан» открыт в Кобяйском районе. Это участок дороги в направлении из села Батамай в село Сигенкюэль. Движение разрешено для транспорта с общей массой до 20 тонн. В ноябре планируется открыть движение по автозимникам на участках Ленск-Хамра и Хампа-Мукучи, а также на ледовом автозимнике через реку Амгам. Сейчас короткая реклама, мы продолжим буквально через полминуты. Смотрите далее на канале Якутия-24. Жители многоквартирных домов в Ленске замерзают. Как решают проблему с еле теплыми батареями в городе? Они были проводниками основателей Нерюнгринской местности. Памятник каюрам-оленеводам открыли в Южной Якутии. И опытные спортсмены оказались на голову сильнее соперников. Якутские борцы показали класс на Кубке Беларуси. Продолжаем нашу программу. Михаил Мишустин предложил перераспределить бюджет в пользу развития туризма и обеспечения доступности вакцин. Вопрос премьер обсудил с членами Кабмина в части внесения поправок в проект федерального бюджета на следующие 3 года. Мишустин предложил расставить акценты на социально значимых задачах, в том числе доступности вакцин и развитии туризма. Будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга. Несколько решений направлено на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма. Также поправки, которые мы включили в этот пакет, позволят распределить межбюджетные трансферты по регионам, чтобы субъекты Российской Федерации могли оперативно сверстать свои бюджеты, точно знали, на какие суммы поддержки из федерального бюджета они смогут рассчитывать.
Жители многоквартирных домов в Ленске замерзают. В последние годы собственники жилья с центральным отоплением с проблемами холода не сталкиваются. Жалоб на плохое теплоснабжение обычно не поступает, поэтому информация в группах мессенджера WhatsApp о низкой температуре в квартирах по улице Чапаева, 57 вызвала бурное обсуждение. В чем проблема и кто должен ее решать, разбиралась Анна Кожевникова. Столбик термометра еще не опустился ниже отметки минус 10 градусов на улице, а жители Ленска в многоквартирных домах с центральным отоплением уже замерзают. Батареи чуть теплые, а вода из крана вместо горячей бежит холодная. Жители дома по адресу Чапаева, 57 стали бить тревогу, когда на улице резко похолодало до минус 30 градусов. Ранее они все надеялись, что начнут лучше отапливать. Но, как оказалось, температура при выходе на котельной отличная, даже выше положенной. Но до домов тепло не доходит. Причем летом ресурсоснабжающая организация производила ремонт участка теплотрассы, ведущего к этим двум домам, 57 и 59 по улице Чапаева. Причину найти не можем, так как частный дом, сказали, своими силами. А что своими силами? Куда идти, если обратка идет холодная? Своего сантехника, конечно, сами нанимали, вызывали. Он по теплотрассе подошел, лишних подключений как бы нет, ничего. Ну, меняли, если летом вот эту всю систему. Может быть, это, как он объяснил, что возможно, что где-то что-то перепутали и нас неправильно подключили. Потому что за 10 лет мы первый раз так мерзнем. У нас не было холодно никогда. Семья Волковых не так давно полностью меняла систему отопления в своей квартире. Но мерзнут все жильцы четырехквартирного дома. Термометр показывает всего 15-18 градусов при работающих круглосуточно обогревателях. И на улице пока температура чуть ниже нуля. На входе у нас батарея получается горячий, вход через нас. Пока дом обойдет, вот на выходе, на кухне и в коридоре вообще ледяные. И у соседей уже, ну, чем дальше от нас идет, она, получается, остывает. Почему-то обратно не идет, что, ну вот, и не знаем, куда обратиться. Теплосервис обращаются, говорят, мы только внешние. Такая же обстановка и в 59-м доме, тогда как в 55-м форточки нараспашку. Ресурсоснабжающая компания «Теплоэнергосервис» все же откликнулась на проблему. И специалисты провели осмотр теплотрассы и внутренней системы отопления. Пришли к выводу, что забиты трубы. Были установлены краны и осуществлена промывка отопительной системы дома. Жители Чапаева, 57 надеются, что теперь они смогут снимать валенки и выключать обогреватели. Но изменилась ли ситуация в корне, покажут грядущие морозы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Работники культуры Якутии презентовали свои проекты перед федеральными экспертами. В течение 2 недель участники акселерационного курса по проектной деятельности активно изучали новые инструменты, внедряли в работу новые навыки и уже презентовали свои готовые проекты. Несмотря на разные условия работы в районах, в акселераторе приняли участие более 100 слушателей 11 муниципалитетов республики. Перед группой экспертов выступили 18 команд, которые представили свои проекты. Каждый из них нацелен не только на развитие своего района, но и повышение уровня жизни в республике. А в историческом парке «Россия. Моя история» состоялась торжественная церемония открытия уникального арт-объекта «Здесь был». Наш корреспондент Полина Долинская расскажет подробности. Еще в древности люди писали на скалах, и так они рассказывали свою историю и повествовали про свой быт. В современном мире люди, преимущественно молодежь, также оставляют надписи на стенах. В основном это простая фраза «что-то вроде «здесь был я». Вдохновившись этой идеей, Влада Евсеева предложила установить в нашей республике арт-объект, который расскажет о тех выдающихся личностях, которые посетили нашу республику. Свою идею она подала на всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след». В этом году участие приняли более 800 участников из 64 регионов страны. Жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, среди которых арт-объект «Здесь был». Памятная стела из автографов и цитат о Якутии выдающихся людей, посетивших нашу республику. Речь была, что нужно какие-то символические предметы оставлять. Потом говорили о том, что нужно, возможно, какие-то замочки для того, чтобы вот то, что ты здесь был, приносило какое-то счастье, какое-то вот, чтобы отметить это значимое событие. Вот, поэтому пришлось объявить дополнительный конкурс, и на этот конкурс пришла работа Владимира Андреева, петербургского скульптора. И мне кажется, что работа мало того, что привлекает внимание к истории
Якутска, истории Восточной Сибири в целом, вообще к тому, кто были эти люди, которые осваивали эти места, кто эти люди, которые делают вот это место значимым, да, это еще и просто очень хороший, современный, с очень интересным дизайном арт-объект. Всего на арт-объекте выполнено 29 записей, но узнать историю про каждого, кто посетил нашу славную республику, можно гораздо больше. Для этого необходимо всего лишь направить свой телефон на QR-код и узнать про каждого, кто был в нашей республике. Этот объект, это его главная цель, чтобы наше подрастающее поколение, вообще все, кто здесь прибывает в нашем музее, здесь находится, у нас такой большой микрорайон растет, школа вот строится здесь, да, чтобы, подходя к этому мемориалу, они задумались об этих людях и задумались о том, какой вклад они могут оставить. Арт-объект выполнен в виде северного сияния. По мнению скульптора Владимира Андреева, многие личности яркой вспышкой осветили своим присутствием нашу Якутию. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. В свой 45-летний юбилей город Нерюнгри пополнился памятником, посвященным проводникам-каюрам. В прошлом году провели открытый конкурс на лучший проект, который выиграл московский творческий коллектив. Его художественный руководитель и идейный вдохновитель Виктор Никифоров, автор свыше 30 проектов. С архитектором пообщалась наш корреспондент Екатерина Павлова. В XIX и в начале XX веков осваивать труднодоступные богатства Южной Якутии помогали каюры. Одним из них был знаменитый уликиткан Семен Трофимов. Будучи прекрасным следопытом, он умело ориентировался на местности. За свою долгую жизнь этот эвенк сопровождал многие экспедиции. В том числе был проводником инженера-геодезиста и писателя Григория Федосеева, впервые положившего на карту нерюнгринскую местность. Мы очень гордимся, конечно, открытием такого памятника замечательного, в котором увековечена история нашей земли, нашего эвенкийского народа. Каюры, эвенки, которые помогали в открытии, в освоении земель. В составе творческого коллектива, выигравшего конкурс проекта памятника, работали единомышленники: архитектор Виктор Никифоров, скульптор Сергей Цветков и художник-дизайнер Афанасий Мучин. Когда мы участвовали в конкурсе, нам попалась книга одна местного вашего автора Людмилы Сергеевны Шапошниковой «Идущая поперек хребтов». Само название, вот это, она натолкнула на очень многим мыслям. Ну, и прежде всего мы попытались заложить сюда именно эвенкийский народный колорит. Мы все знаем, северных народов тоже очень много своих национальных самобытных, не только обрядов, не просто песен, хороводов, но и такой градостроительный и вообще такие мифологические, ну, которые переходят от веков на века, правила и лишь новеллы, легенды. Бронзовые фигуры каюра, геологов, верных помощников проводника, оленей и собаки. У северных народов издревле существовал ряд поверий о том, что все умершие прародители со временем превращаются в птиц и деревья. В данной ситуации арочная конструкция из оцинкованной сетки с титановым анодированием и стилизованными деревьями олицетворяет связь вечности между прошлым, настоящим и будущим эвенкийского народа. Каюров-проводников из села Йенгра было немало, но с течением времени имена многих позабылись. Труд эвенкийского народа и его неоспоримый вклад в освоение богатств недр Южной Якутии не должен забываться. Сегодня памятник воздвигнут, чтобы благодарные потомки чтили память этих скромных и отважных людей, выполнивших свой долг перед Родиной. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. И в завершении о спорте якутские борцы Владислав Андреев и Ниргун Скрябин стали победителями Кубка Беларуси. Они выступали в качестве легионеров за Братскую республику. 33-летний Владислав Андреев боролся в весовой категории до 61 килограмма. 30-летний Ниргун Скрябин в весе до 65 килограммов. По мнению спортивных журналистов, следивших за турниром, якутяне боролись легко и непринужденно. Все свои схватки закончили ввиду явного преимущества досрочно. Так, в 3 схватках Андреев набрал 35 очков, а Скрябин 34. Теперь якутские легионеры будут готовиться к чемпионату мира, который должен пройти в декабре в сербском Белграде.
Такое наши корреспонденты увидели пятницу, 6 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.